Участники демонстраций, не прекращающихся в Гонконге на протяжении нескольких месяцев, в этот раз выступили против политики Коммунистической партии Китая в отношении уйгуров. Тысячи людей собрались на площади Эдинбург с флагами Восточного Туркестана и Гонконга. Причиной начала демонстраций в Гонконге стал скандальный законопроект об экстрадиции виновных в Китай, после отмены которого жители Гонконга потребовали от правительства региона провести демократические выборы и объявить независимость. Гонконгцы, настроенные против Китая, осудили Пекин из-за репрессий и культурного геноцида в отношении уйгуров и других тюрков. В столице Австрии прошел протест против нарушений прав человека и культурного геноцида, устроенного китайским правительством в уйгурском регионе. Собравшиеся у китайского посольства австрийцы держали в руках плакаты с надписями «Свободу уйгурам», «Прекратить геноцид» и миллионы уйгуров содержатся в лагерях перевоспитания. Во время акции, организованной Уйгурским союзом Австрии и студентами различных вузов, Махбуба Абла рассказала об аресте своих родителей и брата. Глава союза Мевлян Дильшат сделал следующее заявление. Исламский мир, Евросоюз и международное сообщество должны услышать зов уйгуров и остановить беззаконие, творящееся в Восточном Туркестане. Министр иностранных дел США Майк Помпео назвал постыдным действия России и Китая, которые наложили вето на обновление резолюции Совета Безопасности ООН, предусматривающую трансграничную помощь Сирии. Напомнив, что это 14-е выступление Москвы и 8-е выступление Пекина против гуманитарной помощи, в которой нуждаются миллионы людей, Помпео подчеркнул, что Россия и Китай заняли позицию, заслуживающую осуждения. Согласно официальной информации Вашингтона, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абе провели телефонный переговор и обсудили торговые отношения двух стран, а также вопрос Северной Кореи и Ирана. На фоне недавних угроз КНДР Трамп и Абе договорились об укреплении двустороннего сотрудничества. Завтра лидеры Китая, Японии и Южной Кореи соберутся в Пекине для обсуждения данного вопроса. Всемирная ассоциация исламских ученых призвала правительство Индии отказаться от закона, дающего право на получение гражданства представителям 6 религиозных групп, за исключением иммигрантов-мусульман. В письменном заявлении Союза подчеркивается, что данный закон является дискриминацией и открывает путь к преступлениям на почве ненависти и депортации мусульман. С другой стороны, Организация исламского сотрудничества и Всемирная ассоциация исламских ученых подверглись критике из-за молчания по вопросу нарушения прав человека в уйгурском регионе.